В рамках партийного проекта «Единороссов. Историческая память» в селе Шошка Сыктывдинского района будет продолжено восстановление храма Архангела Михаила, которому почти 200 лет. По словам настоятеля местного прихода, уже весной примутся за ремонт крыши и верхней части кладки летнего корпуса здания. Реконструкция началась еще в 2015-м. За это время на средства благотворителей полностью отремонтировали зимнюю часть. На второй этап средств не хватает. Елена Кононова побывала на месте. Здесь планируется построить что-то типа балкона для певчих. Потому что, вот видите, вроде бы как храм большой, но так вот, если посудить, места не очень много. Отец Виктор строит далеко идущие планы. Летняя часть храма Архангела Михаила, где находится главный престол, пока в разрухе. О былом величии напоминают лишь некоторые вещи, которые чудом сохранились. Например, иконы. В советское время их, видимо, использовали в бытовых целях, возможно, как столешницы. По словам батюшки, таким образом люди пытались сохранить святыни, а под сводом храма до сих пор висит деревянное солнце, выглядывающее из-за облаков. Это тоже символ веры, который скоро преобразится вместе со всем храмом. Сделан купол, то есть центральная часть крыши, купол закрытый. То есть надо сделать вот остальную часть крыши над летней частью храма, значит, кладку восстановить, потому что там стены разрушены. Даже есть часть стены, я поднимался, смотрел, часть стены просто она вот так вот отходит, ее можно просто вот так вот рукой даже отодвинуть, и она упадет. То есть это вот такие очень серьезные восстановительные работы. Далее это, значит, наружная работа, фасадная часть, то есть штукатурка, вот такие вот отделочные работы, окна, двери, если мы говорим только вот про наружные работы. Плюс еще вот опалубка снизу, крыльцо. В зимней части храма сегодня уже идут службы. После ремонта ее не узнать. А ведь всего 2 года назад она была вот такой. Но благодаря пожертвованиям здесь полностью заменили кровлю, полы отремонтировали, колокольню заменили проводку, восстановили печь-голландку, которую тоже почти 200, провели внутреннюю отделку и сделали крыльцо. Строители работали чуть ли не сутками, и большую часть работы закончили аккурат к Пасхе 2016-го. Тогда многие не верили, что здание можно восстановить. Даже советовали просто построить рядом деревянную церковь, мол, дешевле обойдется. И каково же было изумление сомневающихся, когда в Шошке впервые за много лет раздался колокольный звон. Когда колокола поднимали, вы знаете, что это, одна женщина снимала все это. И вот когда самый большой колокол поднимали, рука такая спустилась с небес, как будто помогла. Представляете? Это на фотокарточке-то видно. Потом, когда колокольный звон, плакать я не плакала, я радовалась. А вот на летнюю часть храма средств не хватило, но, по словам настоятеля, строительные леса убирать не стали. Были уверены, мир не без добрых людей. К нам в местное отделение обратился батюшка, наш отец Виктор, за помощью в продолжении дальнейших восстановительных работ. Так как это значительные финансовые средства, было принято решение написать письмо секретарю регионального отделения партии Василию Михайловичу Смалию. И вот сегодня мы уже знаем, что есть решение, что в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» нашему храму помогут как партия, так и благотворители. Средства, как нам сказал отец Виктор, уже поступили, но работы начнутся чуть позже. Весной, когда строителям можно будет подняться на крышу. Там они заменят кровлю и частично верхнюю кладку. Сегодня задача номер 1 – защитить от непогоды эту часть и высушить насквозь промокшие 1,5-метровые стены. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.